Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Аделина Зарифова. И сегодня мы покажем момент крупной аварии на улице Карла Маркса в Казани. Пешехода кто сбил? Я не знаю. В результате столкновения двух автомобилей серьезно пострадала 15-летняя девочка, по всем правилам переходившая дорогу. Расскажем, как и почему водитель Порше пытался скрыться от автоинспекторов. Вот на данный момент мы водителя отстраняем от права управления протоколом отстранения. Чуть больше, чем за год 36-летний мужчина получил 390 штрафов за нарушение правил движения. А также поджог Ниссана в одном из казанских дворов и задержание нетрезвых водителей. Все это в ближайшие 10 минут. 15-летняя девушка-пешеход сильно пострадала в результате серьезной аварии на перекрестке улиц Карла Маркса и Гоголя. Там столкнулись Kia Rio и Land Rover. Оба автомобиля развернуло, но Kia по инерции продолжила двигаться вперед и правой передней дверью сбила переходящую дорогу девочку. Ее откинуло более чем на 10 метров. После случившегося она была в сознании, но ничего не помнила. Удар слева был, да, получается? Да, слева. 26-летний водитель Kia рассказывает, он ехал по всем правилам. Двигался по Карла Маркса со стороны Ершова к площади Свободы. Удар слева его настиг на перекрестке с улицей Гоголя. Я ехал со стороны Вишневского, получается, в сторону центра. Получается, с этого светофора, получается, на зеленый тронулся. Тут проезжал перекресток. Пешехода кто сбил? Я не знаю. Водитель Land Rover рассказать свою версию произошедшего отказался. Сказал только, что на зеленый двигался он. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что на красный свет на перекресток выехал именно водитель Kia Rio. Автомобили с улицы Гоголя уже начали движение. Авария не заставила себя долго ждать. Удар пришелся в левый бок легковушки. Машины после столкновения развернула. Kia после удара по инерции двигалась прямо и правой стороной. Сбила переходящую дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет 15-летнюю девочку. О силе удара можно судить по повреждениям правой передней пассажирской двери. Пострадавшую откинуло больше, чем на 10 метров. Очевидцы рассказали, что она была в сознании, но совершенно ничего не помнила. Ее с травмой головы, ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомой теменной области экстренно госпитализировали. В отношении водителя Kia уже составлен протокол за проезд на красный сигнал светофора. Какую ответственность он понесет, будет ясно после определения тяжести травм, полученных пострадавшей, и завершения административного расследования. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиаддинов, Вызов 112. Nissan Juke вспыхнул ночью во дворе дома номер 69 по улице Чуйкова в Казани. Огонь потушили прибывшие на место пожарные. Автомобиль стоял перед камерой видеонаблюдения, установленной у подъезда. И при просмотре записи стало ясно – машину подожгли. Двое мужчин вышли из подъезда, облили иномарку, видимо, горючей жидкостью, после чего автомобиль охватило пламя. Владелец машины тут же обратился в полицию. В отдел полиции Савинова поступило заявление о поджоге транспортного средства в одном из дворов улицы маршала Чуйкова. В настоящее время сотрудники полиции изучают видеозаписи и устанавливают всю картину произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Признаки алкогольного опьянения обнаружили автоинспекторы у 36-летнего водителя Порше, который пытался скрыться от автоинспекторов. На улице Арбузова он не подчинился требованию об остановке, началась погоня. Длилась она недолго. Мужчина хотел обмануть сотрудников ГИБДД и остановился перпендикулярно проезжей части рядом с другими стоящими автомобилями. Но уловка не удалась. При проверке документов выяснилось, что мужчина не самый примерный водитель. С начала 2023 года он 390 раз привлекался к ответственности за нарушение правил движения. Данный водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Вот на данный момент мы водителя отстраняем от права управления протоколом отстранения. 36-летний водитель Порше привлек к себе внимание автоинспекторов на улице Арбузова. Он не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. На улице Арбузова решил пойти на хитрость. Увидев свободное место на парковке, заехал туда в надежде, что автоинспекторы проедут мимо. Но уловка не удалась. Причина стала ясна сразу. От мужчины исходил запах алкоголя. Процедуру освидетельства с прибором алкотестер будете проходить? Нет пока, на данный момент нет. Отказываетесь проходить процедуру освидетельствования прибором алкотестер. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование в больнице. На эту процедуру он был согласен. Я от вас требую пройти освидетельствование в медицинском учреждении на состояние опьянения. Требую.
Согласны пройти? Да, конечно. Он согласен. Процедура свидетельствования на состояние опьянения в больнице почти такая же. Только замер алкоголя в выдыхаемом воздухе делается 2 раза с разницей в 20 минут. И если первый раз прибор зафиксировал больше 350 тысячных миллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого им воздуха, то во второй раз 166. Пусть и не намного, но выше максимально допустимой по закону нормы. И теперь мужчину ждет суд. Лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. К слову, с начала 2023 года, согласно данным автоинспекции, он 390 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Рания Абдрахманова, Алмаз Зиядинов, вызов 112. 3 минуты смог продержаться водитель «Лады» 14-й модели, уходя от погони на проспекте Ямашева. Ранним утром он не подчинился требованию об остановке, вместо педали тормоза нажал на газ. Скрываясь от преследования, он 3 раза проехал на красный сигнал светофора, только усугубив свое положение. Скрыться ему не удалось, тем более он был пьян. Объясняю, как побывать. Глубокий вдох берете и выдыхаете. Сильно не надо, медленно, только средненько, положите на выдох. Все, давайте. Когда вы будете прибор, все держу. Так, идет анализ. И теперь 31-летнему жителю Зеленодольского района, помимо лишения прав и штрафов 30 тысяч рублей, предстоит ответить за неподчинение требованию об остановке, проезд на красный свет и отсутствие полиса ОСАГО. 33-летнего водителя через признаками наркотического опьянения задержали автоинспекторы на улице Лесная в Больших Дербышках. Водительского удостоверения мужчина предъявить не смог, у него его просто нет. Прав его лишили еще в 2018 году. Срок истекает только через 2 года. За неоднократную езду в нетрезвом виде он уже был судим. И сейчас, согласно приговору, его свобода ограничена. Подозрение на наркотическое суть. Он уверял, что и сам не понимает, что за вопросы возникли к нему у автоинспекторов. Запрещенных веществ, говорит, не употребляет и даже не пробовал. Никогда. Свои слова был готов доказать на деле. Согласился с отстранением от управления до выяснения его состояния. И согласился пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови. Идет анализ на состояние алкогольного опьянения. Как вы видите, результат по нулям. У меня есть наличие достаточных оснований полагать, то, что водитель данный, Руслан Фаритович, находится в состоянии наркотического опьянения, требуя его пройти медицинское освидетельствование путем проезда в медицинское учреждение. У вас ответ. Либо согласен, либо отказ. Присутствует понятых ваш ответ. Я согласен. Поехать в больницу согласился сразу. Скрывать, говорит мужчина, ему нечего. И вообще, водитель он примерный. Поймали, приехали. Но автоинспекторы установили, что водительского удостоверения мужчину лишили еще в 2018 году. Срок лишения истекает только через 2 года. В том числе за неоднократную езду в нетрезвом виде он уже был судим. И сейчас, согласно приговору, он отбывает наказание, и его свобода ограничена. Какое наказание понесет за эту поездку, станет ясно после получения результатов глубокого исследования анализов в больнице. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиядинов, вызов 112. Признаки наркотического опьянения обнаружили автоинспекторы, и у 23-летнего водителя «Мазда» остановлены на улице Батурина, прямо у стен Казанского Кремля. От прохождения медицинского освидетельствования в больнице, способного выявить наличие запрещенных веществ в организме, молодой человек отказался, за что его в ближайшее время ждет суд и, вероятно, лишение прав на срок до 2 лет со штрафом в 30 тысяч рублей. Прежде чем отправить автомобиль на штрафстоянку, автоинспекторы сняли с него номера. На учете машина не стоит. Прежний владелец продал ее по договору купли-продажи еще в декабре минувшего года и снял с учета, а новый хозяин не зарегистрировал автомобиль в установленном порядке. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.